Так. So shall we start? Good afternoon, dear colleagues. Welcome to the session on advances in data and indicators. And I'm happy to invite our first presenter, Choro Seidov, and he would be reporting on national transfer accounts. Yes, please, Choro, welcome. This paper is written by Choro and Rahat Sabarbekov and Galina Samahlia. Меня видно, да? Нет, Чаров, вас не видно. Не видно меня? Так. Сейчас я просто... Так. Я думаю, если слайды будут видны, то хорошо. У вас слайды же, да? Да, у меня слайды, но компьютер не позволяет мне их показать. Может, тогда... Может, тогда... Сейчас следующего панелиста, я тут пока... Окей. Или могу же я сейчас отправить вам на почту тогда свою презентацию? В любом случае, мне кажется, надо начинать. Да. Мирим, вы не хотите первым пойти? Мирим, да? Без проблем. Извиняюсь. Okay, so happy to present then Miri. Again, her paper is on corruption within the Kyrgyz Republic procurement system, and the paper is presented, written by Mirim and Kasiyet Ismanova. Да, я тогда продолжаю на русском, да? Или на английском? Можно на русском. Все, отлично. Я очень рада вас всех встретить. Спасибо за такую организацию. И я бы хотела уже начать делиться, да, нашим исследованием, которое мы провели вот в этом году, в июле, в августе месяце. И как уже было озвучено, наше исследование, оно про коррупцию в системе госзакупок. И у нас вот цель нашего исследования была это выявить путем проведения анонимных глубинных интервью с непосредственными участниками госзакупок условия, да, способствующие коррупции, и через систему вот, портала госзакупок Кыргызстана. И наше исследование, оно, как, может быть, вам уже известно, вот есть этап госзакупок, 5 этапов госзакупок. Это вот оценка потребностей и этап подготовки и разработки тендерных документаций, этап отбора этих поставщиков, и этап реализации проекта, и это взаимный расчет, это конечный, получается, этап. И наше исследование, оно именно фокусируется на первый начальный этап, вот 2 этапа, да, это вот оценка потребностей и этап разработки тендерных документаций. И вот как бы вначале хотелось бы рассказать, почему мы решили исследовать эту тему, так как вот портал госзакупок сам, он был запущен в 2015 году, и в данное время все госзакупки проводятся через вот онлайн-портал госзакупок. Более 1000 тендеров каждый день объявляется на портале госзакупок, и все участники тендеров – это вот поставщики и закупающие организации, они проводят тендеры только посредством онлайн-портала. И
вот как бы портал, он сам должен был как бы обеспечить полную прозрачность именно госзакупок и как бы эффективно, да, провести вот эти тендеры. Но мы читаем и слышим часто, что вот как бы какие-то коррупционные риски до сих пор существуют, коррупция, именно коррупционные схемы до сих пор существуют, и поэтому мы хотели вот исследовать эту тему. И вот, как я уже сказала, цель нашего исследования была вот выявить коррупционные риски, и наш главный вопрос был, какие условия, то есть какие условия больше всего способствуют коррупции на начальных этапах процесса госзакупок, проводимых через онлайн-портал. И чуть-чуть расскажу про нашу методологию. У нас были 3 категории этих респондентов. Это первая группа, это поставщики, 30 поставщиков товаров, которые вот последние 2 лет участвовали в госзакупках. И то есть это были поставщики, которые вот участвуют непосредственно в госзакупках и поставляют товар, используя онлайн-портал госзакупок. И также у нас вторая группа – это закупающие организации. У нас в исследовании участвовали 11 представителей закупающих организаций, и это представители секторов, таких как транспортный сектор, энергетический сектор, органов местного самоуправления, образования и здравоохранения. И следующая группа – это у нас были представители гражданского общества, 6 человек участвовали в этом исследовании, это журналисты, расследователи и как бы члены межведомственной комиссии, и эксперты, независимые эксперты, которые сотрудничают с международными институтами, чтобы чтобы дать рекомендации по улучшению портала. И давайте я сейчас как бы расскажу именно, какие у нас результаты, да, исследований. Анализируя все вот эти глубинные интервью, у нас вот 47 в целом вышло респондентов, да, дали нам интервью, и мы выявили 5... Так, извините, я, оказывается, слайд не забыла. Так. Значит, я вам видно, да? Слайд. Хорошо. Да, сейчас Так. видно. Да, я прошу прощения, я, кажется, забыла его включить. Значит, вот теперь хочу именно про результат исследования, да, вам рассказать. Вот большинство, абсолютно большинство респондентов, представителей закупающих организаций, так и гражданское общество, поставщики, они вот сказали, да, то, что лучшее решение было, что вот все тендеры проводятся через онлайн-портал госзакупок, так как они могут подключиться, то есть они могут участвовать в тендере в любом месте и через то есть онлайн-портал госзакупок, но они поставили в среднем, то есть у нас был вопрос, сколько вы бы поставили оценку, и они оценили портал госзакупок на 3-4 балла по 5-бальной шкале, один самый низкий
5 самые высокие. И они обосновывали свою оценку тем, что портал очень часто зависает, он перегружен, и очень сложно работать, он как бы сбрасывает, да, и очень много времени уходит на то, чтобы загрузить все документы, заполнить, и поэтому они дали такую оценку. И первая слабость, которую мы выявили, вот это первое отсутствие решений в портале госзакупок, учитывающую низкую квалификацию и осведомленность участников процесса госзакупок. Вот рядом вы можете видеть цитаты, которые были то есть озвучены, да, со стороны поставщиков. И вот отсутствие решений в портале госзакупок, учитывающих низкую квалификацию и осведомленность, мы имеем в виду то, что представители закупающих организаций часто неграмотно заполняют объявление, то есть объявляют тендер, и поставщики находят очень много ошибок и часто не понимают о чем как бы объявление, и там отсутствует много деталей, которые очень важны для поставщиков. И поэтому мы назвали так, да, первая слабость, что вот отсутствие решений именно. То есть это коррупционный риск, потому что то есть поставщики, им приходится звонить закупающим организациям и спросить, уточнять детали тендера, там, какой товар и так далее. Поэтому это коррупционный риск, так как человеческие факторы, которые портал должен был исключать, он все равно существует. И зачастую поставщики и представители закупающих организаций, они находятся в контакте, да, вот во время уточнения этих деталей. Вот как вы можете тут, наверное, читать, многие, абсолютно большинство респондентов говорят, что от незнания и представители закупающих организаций, они неправильно заполняют и приходится уточнять. На самом деле есть базовые нормы составления объявлений, да, закрепленные законом, но опять же, представители закупающих организаций, они не соблюдают, зачастую, как я уже сказала, не по злому умыслу, да, потому что они не владеют достаточной информацией, навыками, вот. И в конце я буду рассказывать про эти рекомендации, которые мы предлагаем, но давайте расскажу про следующую слабость, которую мы выявили. Это отсутствие решений для привлечения поставщиков к участию в тендерах. То есть поставщики и представители закупающих организаций, и поставщики рассказали, да, то, что часто в тендерах участвует недостаточно количество участников, то есть поставщиков. И мы считаем, что это слабость портала, так как портал должен был бы обеспечить конкурентность в тендерах, но этого не происходит, так как сейчас, когда заходит в портал, поставщики, они пишут ключевые слова. Например, имя организации или наименование товара,
или же там локация, там Бишкек, там Токмок, они пишут, и по этим ключевым словам они ищут, получается, тендеры. Но если представители закупающих организаций, они объявили тендер и написали вот название тендера чуть как бы по-другому, то они не увидят тендер. Например, человек поставляет товары сантехники. Например, этот человек ищет, просто пишет слово сантехника, а представители закупающих организаций написали хозтовары. Тогда просто поставщик не увидит этот тендер, который вот, может быть поближе, или вот именно сантехнику, да, объявили именно на сантехнику. Поэтому то есть в большинстве этих тендеров не участвует достаточное количество участников, то есть поставщиков. И вот, может, вы, наверное, вот читаете очень интересные цитаты на самом деле. И, например, еще представители закупающих организаций, они приглашают этих поставщиков на тендеры. Это, опять же, уже человеческий фактор, уже контакт между закупающей организацией и между поставщиками, да? Так как не хватает, не зарегистрировались достаточное количество поставщиков, они звонят тем поставщикам, которые они работали и которые вот им понравились, там качество товара, и они звонят и просят им участвовать в тендере. И это, опять же, показывает то, что портал не решает вот эту как бы проблему и является слабостью. И следующая слабость – это отсутствие технических решений на портале для verbal debriefing. И вот конкурсная комиссия, то есть они делают решение, да, вот так сделаем. И поставщики очень часто, у них вопросы возникают, почему они сделали то или иное там решение. Например, сейчас самые главные критерии при выборе поставщика это цена товара. Кто по самым низким ценам поставляет, тот поставщик, он выигрывает. Но бывают случаи, то, что вот поставщик, который не по самым низким ценам поставляет, ему присуждают победу. И таких моментов много, и у поставщиков появляются вопросы, почему далее присудили победу не тому поставщику, который по самым низким ценам поставляет, и так далее. И так как вот все телефоны не работают, они не могут, они звонят по несколько раз, но там никто не отвечает, справочник, то есть онлайн-чат, оказывается, был до этого, но онлайн-чат сейчас нет, только поставщики могут только звонить. И очень часто вот большинство респондентов сказали то, что они просто не берут трубку, закупающей организации или уполномоченный орган, вот Министерство финансов, там просто никто не отвечает, поэтому у них просто очень много вопросов, и мы считаем, что это является тоже таким слабостью портала.
И следующая у нас слабость – это отсутствие технических решений на портале для разрешения споров между подрядчиками и закупающими организациями. И существует независимая межведомственная комиссия, все поставщики, у которых есть жалоб к закупающим организациям, они должны отправить свою жалобу независимому межведомственной комиссии. Но большинство респондентов, то есть можно сказать даже почти все респонденты сказали то, что независимая межведомственная комиссия, она тоже перегружена, очень много жалоб поступает, и члены межведомственной комиссии, они не безвозмездной основе работают, и они просто не успевают. И, как я сказала в начале, у нас был и член межведомственной комиссии, который дал интервью, и он тоже как бы высказал, да, мнение, что у них просто нет времени, чтобы ответить на все жалобы. И поэтому, то есть вот у портала нет такой функции, которая бы как бы решил бы вот эту проблему. И поэтому мы... Так. Извините. Да, поэтому мы считаем, что это является слабостью портала. И наша последняя слабость – это отсутствие рейтингово-бальной системы отзывов. Опять же, у портала нету вот функции, где закупающие организации и поставщики могут оценить качество, то есть работы по бальной системе. Например, были такие вот факты, да, то, что вот поставщики, они следуют по всем критериям, требованиям закупающей организации, но, например, по самой низкой цене закупающая организация выбрала, но качество товара очень низкий, и в этом случае, например, закупающая организация не может вот оценить по бальной системе. Сейчас есть такая функция, вот закупающая организация может включить поставщика, который там сделал какое-то нарушение в список ненадежных поставщиков. Но эта функция не совсем эффективна, так как когда поставщика включили недобросовестный в список недобросовестных поставщиков, там поставщик совсем уже не может участвовать в тендере в течение 2 лет. И хотя поставщик все сделал по критериям, только вот, например, качество товара очень низкий, да. И также, например, если для поставщиков есть такая функция, как список недобросовестных поставщиков, для закупающей организации это совсем не существует такой функции, где поставщики могут оценить закупающие организации, да? Там закупающие организации очень часто опаздывают оплатой, то есть они оплату делают очень долго, задерживают. В таком случае со стороны поставщиков, для поставщиков нету то есть вот этой системы, так скажем, или механизма, где они могут как-то решить эту проблему. И последнее – это наши рекомендации. У меня время
заканчивается. Да, заканчивается. Все, я быстро вам расскажу про рекомендации. Вот насчет отсутствия решений, вот я вам перечислила 5 слабостей, да. Первая рекомендация, мы предлагаем как бы автоматически такую функцию, как автоматическое уведомление и рассылки о новых конкурсных объявлениях, да, то есть, например, какой-то тендер объявили, и автоматическое уведомление приходит к поставщикам к их, то есть они сразу же узнают, да, что объявился новый тендер, и это обеспечит конкурентность, так как я уже сказала, что существует такая проблема, что в тендерах участвует недостаточное количество подрядчиков, поставщиков. И следующее у нас законодательно ввести требования публикации протоколов разъяснительных встреч, создать систему справок и поддержки в портале с видеоуроками на кыргызском, русском языках и воздержаться от обвинительного тона к участникам процесса госзакупок, так как часто закупающие организации не по злому умыслу, а из-за неграмотности, то есть неосведомленности могут неправильно то есть написать Ирина, объявление если можно, вкратце, 1 минуту, да? Да. Ага. Да, вот, поэтому мы предлагаем вот все вот эти разъяснительные встречи законодательно вот как бы ввести требования то есть объявлять, да. И следующее – это внедрить протоколированную личную встречу. Это, опять же, среди закупающей организации, поставщиков, чтобы о их встрече все было, можно было мониторить. И ввести механизм разрешения споров, как я уже сказала, чтобы поставщики могли сначала отправить жалобы закупающим организациям, и чтобы вот они вначале могли обсудить существующие проблему и жалоб, а потом только в независимую комиссию. И последнее – это создать блок на сайте с рейтингами и баллами как для подрядчиков, так и для закупающих организаций. И это все. Так. Спасибо большое, Мирим. Я думаю, с учетом времени, может быть, мы вопросы соберем в конце выступлений, да? Сейчас, okay, so I think we go with Choro then, or with Choro, are you ready? Yes, hello, Okay. I'm ready. Thank you. So we want to welcome Choro with his report on national transfer accounts. Так, я попрошу. Так, мою презентацию видно? Сейчас, минуточку, запускаем. Угу. Так, давайте в продолжение того, что было. Добрый день, меня зовут Чоро Сиитов, я сам с Национального банка Кыргызской Республики. В настоящее время я занимаюсь проектом по демографическому прогнозированию, по концепции демографической политики, это я вчера вам как раз рассказывал. И одним из инструментов реализации демографической политики является национальные трансферные счета Кыргызской Республики, построенные, ну, то есть это есть общая методология, но вот мы предлагаем построить национальные трансферные счета в Кыргызской Республике. У нас есть большая команда, как вы видите, состоящая из 5 человек. Это вот со Статкома,
академический представитель Сауырбеков Рахат и 2 сотрудников Национального банка. Можно дальше? Ага. Ну, данный проект у нас реализуется в рамках построения трансферных счетов, реализуется в рамках проекта Кыргызстат, который поддерживается UNFPA, партнером по развитию. В частности, целью этого проекта это укрепление потенциала системы государственной статистики, да, и сбора статистических данных и распространения их. Вот оно поделилось на 4 направления, и вот одно из направлений это как раз касается прогноза населения и использования их результатов в процессе макроэкономического прогнозирования и разработки политики. Результаты данной политики могут быть использованы как весьма широко, в принципе, в бюджетной политике, в монетарной политике, социальной политике, политике пенсионного фонда, нашего социального фонда, да, и так далее. Можно дальше. Ну и в рамках данного проекта у нас предполагается внедрить прогнозы населения в систему макроэкономического прогнозирования. Почему это делается? Ну, во-первых, я так считаю, что если нету, грубо говоря, человека, нету общества, людей, то и нету смысла что-то там придумывать, прогнозировать, для кого-то работать, для чего-то работать и так далее. Да? В первую очередь вся наша работа нацелена, ну, то есть всех людей нацелена на то, чтобы создавать для человека блага и самому также получать благо. Как я говорил, численность населения в Кыргызской республике будет расти постепенно, и где-то к 40-му году она вырастет до 8 миллионов 100 тысяч человек. И чтобы определить, что потребуется для этих 8 миллионов, нужно как раз и макропрогнозирование, и микропрогнозирование, различные подходы. И вот мы здесь используем макроэкономический подход, систему национальных счетов, а также систему вот новых национальных трансферных счетов, которая появилась совсем недавно, в 90-е годы. Да. В реализации данного проекта участвуют российские специалисты, которые помогают нам, и также участвует международное сообщество, есть целый network, так и называется National Transfer Accounts Network. Можно дальше. Ну, для чего нужны национальные трансферные счета? Ну, давайте я вам объясню, что они из себя представляют. Если мы возьмем большую экономику, да, в системе учета есть так называемый СНС. Она как раз рассматривает все потоки, которые происходят в экономике на макроуровне. В данном случае НТС, национальные трансферные счета, они используются они рассчитываются на базе потоков домашних хозяйств и индивидов. И как раз они помогают ответить на такие вопросы, как то, что я вам перечисляю, это как посредством и какими механизмами распределить доход между поколениями. У какого поколения имеется дефицит или, наоборот, профицит благ и доходов? И у каких возрастных групп? Даже можно рассматривать денежные потоки доходов и расходов как внутри домашнего хозяйства, так и между государством и домашним хозяйством взаимоотношения могут быть. Что будет, например, если у нас изменится структура населения, если у нас население постареет или, наоборот, помолодеет, станет детей больше или меньше, взрослых больше или меньше, что в таком случае делать? То есть данная система национальных трансферных счетов помогает именно увидеть, в каком поколении, условно говоря, будут проблемы, для каких будут какие-то вызовы и так далее. И что нужно будет делать там, в ближайшие 10 лет. Ну, и я, как уже говорил, что, например, за последнее время, с 5 по 20 год,
у нас родилось очень много детей, была высокая рождаемость, и эти дети уже среди нас, они уже взрослые стали, подростками, и для них нужно готовить как рабочие места, готовить их досуг, образовательную политику для них проводить, политику здравоохранения. И мы должны увидеть, что для определенного поколения, например, потребуется столько-то бюджетных средств. Например, поколение 90-х годов, оно было очень маленьким, соответственно, на них будут расходы меньше. Но поколение следующее, которое после них пришло, оно будет гораздо больше. Но, с другой стороны, маленькое поколение может создать и маленькие доходы. Точно так же большое поколение может создать большие доходы. И вот получается, мы должны посмотреть с помощью национальных трансферных счетов, насколько вот существующая система распределения благ, тот же самый бюджет пенсионного фонда устойчивая. И в каком направлении следует, исходя из возрастных показателей, да, структурных показателей населения, как корректировать социальную и демографическую политику и экономическую политику. Можно следующий слайд? Ага. Ну, вообще это относительно новый подход в макроэкономике, то есть в макроэкономических инструментариях. Данные счета были разработаны двумя специалистами. Рональд Лей, это демограф, и экономист Эндрю Мейсон. Они достаточно известные академические специалисты. И национальные вот трансферные счета, что из себя представляют, это полная взаимосвязь показателей потоков экономических благ от одного поколения или возрастной группы к другим на национальном уровне. Мы при постройке национальных трансферных счетов мы используем различные данные, как макроэкономические, так и микроэкономические. Конечно, в основе лежат микроэкономические данные. Это обследование домашних хозяйств Кыргызской Республики, в частности, регулярное обследование, это вот KHS. Также мы используем данные FOMS. Мы смотрим расходы на здравоохранение, индивидуальном уровне, то есть по каждому возрасту, по полу. Также мы используем расходы на образование, то есть сколько тратится на систему школьного, дошкольного, внешкольного образования, вузовское и там вот среднеспециальное. Но мы смотрим именно с точки зрения государственных расходов и именно на бюджетников, да, например, в системе образования. Можно дальше? Вот как я сказал, единицей анализа у нас является индивид. Все вот потоки доходов и расходов разбиваются у нас по возрастам. Вот в НТА могут рассматриваться трансферы между государством и частными институтами, между домохозяйствами и внутри домохозяйств. В принципе, возможности данного инструмента очень широкие. Вот сейчас я участвую в параллельной конференции, симпозиуме по НТА. И как показывают там академические специалисты со своими презентациями, они говорят, что используется вплоть до монетарной политики. То есть они смотрят, что какое, если там поколение у них старое поколение, да, в обществе, то они говорят, что это так называемая геронтократия. То есть деньги пенсионных фондов, огромные деньги пенсионных фондов зависят от воли населения, которому там за 60 лет, да. Или те, кто, например, уже скопил достаточно средств, но еще не вышел на пенсию. И, соответственно, политика может зависеть от какой-то небольшой группы населения. Также они рассказывают о том, что в своих презентациях рассматривают, какие поколения потребляли больше или меньше. Были презентации о том, что там поколение 40-х годов потребляло мало. И с каждым поколением потребление растет и растет. А как мы знаем, ускорение потребления и рост потребления, конечно, влияет на инфляцию, да, с другой стороны. То есть вот такие разнообразные вопросы, очень интересные.
которыми я могу поделиться с вами, вот рассматривались вот учеными сейчас. Можно следующую презентацию? Вот ядром, центральной частью национальных трансферных шестов, это как раз является экономический цикл человека. Ну, человек от рождения до старости проходит некоторые стадии, да, когда он ребенок, там, условно говоря, до 20 лет, он только учится, у него никаких доходов нету, он выступает только потребителем, да, родители на него тратят, государство на него тратит. Там, после того, как он повзрослел, начинается период, наоборот, получения доходов, да. Но доходы обратно могут быть большие, а расходы наоборот, то есть доходы маленькие, а расходы большие. Таким образом, какой-то дефицит все равно создается. И это до стадии, например, пенсионного возраста, когда обратно он выходит на пенсию, и тут уже обратно подключается система социальной защиты, когда через эти трансферные счета мы можем увидеть, что если там поколение 20 человек, хорошо, там поколение, скажем, 20-го года через 60 лет выйдет на пенсию, сколько их будет и так далее, что делать в этом случае. Можно следующий слайд? Вот она, переменная, уравнение, общее уравнение NTA, оно представляет собой балансовое уравнение. Первая часть – это вот дефицит жизненного цикла, это когда потоки одного поколения могут или не могут перекрывать потоки другого поколения, потом чистые трансферты, перераспределение активов и так далее. В основном учитываются доходы населения и расходы населения в определенном возрасте. Соответственно, вот левая часть уравнения может быть как положительной, тогда создается дефицит, или же отрицательный. Положительный, то есть тогда это дефицит, и, то есть, извиняюсь, отрицательный дефицит, и положительный тогда будет профицит жизненного цикла. Можно дальше? Ну давайте пропустим это все тогда. Сейчас перейдем к сути. Чуть дальше, следующий можно? Еще, в принципе, да, вот можно следующий еще слайд показать. Ну вот, да, вот как вы видите, на пирамиде вот этой, сейчас у нас население, видите, у подножия пирамиды 2021 года очень большое. Через 20 лет, можно следующий слайд. Вот через следующий, да, вот как раз через 20 лет оно вот поднимется до уровня 25-29. Достаточно большое будет население, и мы увидим, что вот именно вот это поколение, одно из самых больших, будет больше всего зарабатывать и перераспределять. Просто у нас рабочего возраста достаточно много. Вот если вы возьмете вот с 25 до 59, как раз до пенсионного возраста достаточно много населения, которое будет перераспределять свои средства с пожилому поколению или молодому. То есть можно ожидать, что дефицита как такового жизненного цикла не будет. Можно следующий слайд. Дальше. Получается, когда мы будем рассматривать данную систему национальных счетов, мы можем сказать, что как использовать потенциал именно рабочего населения в трудоспособных возрастах, которые будут создавать именно вот определенные дивиденды, налоговое отчисление через потребление и так далее. И достаточно ли будет этого населения, чтобы покрыть все расходы. Так, дальше. Дальше. Ну да, это можно, в принципе, пропустить тогда. А я хочу итоговую показать, итоговый график. Да, можно это тоже пропустить. Ну вот, как вы видите, таблицы — это система вот уравнений, балансовых уравнений. В итоге у нас получится вот такой график. Можно еще да, вот. Как мы видим, вот смотрите, вот такой график создался.
мы были, то есть мы построили такой график от возраста от 0 до 28 лет. У нас это получатели денежных средств, и от 48 лет до 80 плюс лет тоже это получатели доходов. А как раз откуда они получают? Они получают от тех, кто находится на рынке труда. Это вот те, кто с возраста 28 лет до 48 лет. Но вот это у нас получился Кыргызская республика, это дефицит жизненного цикла за 2017 год. Это вот первичная модель, отражение модели профицита, дефицита жизненного цикла. Модель еще дорабатывается. Мы сейчас на первой стадии. Тут у нас есть определенные проблемы. Классически данная кривая должна выглядеть иначе. То есть вот это не то, что в отрицательной зоне находится площадь, она должна выходить в положительном возрасте где-то 60 лет. У нас она выходит в возрасте 48 лет. Да? То есть где-то проблема именно в данных. Как нам сказали специалисты, вопрос в том, что какие-то у нас занятость неформальная, много занятых за рубежом, и не все потоки доходов могут отражаться в системе учета, даже через макроучет и через микроучет обследования домашних хозяйств. И поэтому я сегодня представил именно первичную модель, первичные результаты, и хотел бы, думаю, на следующей конференции уже, когда будет офлайн, я покажу итоговые результаты нашей проделанной работы. А дальше, вот что мы собираемся делать, это доработку, потом сделать модели за 15-20 годы, представить ее широкой общественности, подготовить рекомендации правительству страны для реализации экономической и социальной политики. Ну, в принципе, все на этом. Если будут вопросы, хотел бы. Thank you, Chiro, very much. And thank you, Miriam. So our next presenters, Damir and Ilyas, presenting paper or a survey of microdata sources in Central Asia. Yes, please welcome Damir. Can you see my screen? Yes, we can yeah. see. Thank you, and thank you for joining to this session. So this is a initiative started as a byproduct while doing research proposals, but now becoming as a project itself and hopefully as a public good. So we call it Survey of Microdata Sources in Central Asia, and all three authors who are working currently are presented here. I'll be talking half of presentation, and Ilyas is going to present the platform itself. And it's not necessarily that three of us working, we got help from many student research assistants who are also present in this panel, and we thank for their work a lot. So largely to start with the whole idea, the idea was that why not have a place where we have a list of all microdata sources. In Central Asia, everything started with Kyrgyzstan, the country we know best. And then we realized that maybe we can expand it to Central Asian countries, including Afghanistan. And also definitely not only create a list, but also look inside and see what kind of data exist, what access we have to them, and what publications are done using this data. And in what follows, I will be talking about concept, which I partly already explained, show some preliminary results, I would say, at country level, because the data collection is still ongoing, and present some glimpses of data based on Kyrgyzstan, which is most advanced, and this is a country which we know best.
And then Ilyas will be presenting the platform, which is also in testing regime, that also looks already exciting. Now, motivation is that we know that there is a large number of microdata is collected in Central Asian countries, and definitely those who work with those data know where to find them. But there seems to be some niche, some small projects, some specific project-specific data sources that practically private, but could be made public and very interesting. So we lack the knowledge about data access and the extent of data used for research and policy work. And we built a database of microdata sources in Central Asian countries. So this work definitely has something done before. It's a research article done by Tilman and other colleagues in Central Asia in 2014. So coming straight to what information we tried to collect is the following. Everything is of quantitative nature, meaning it's about household surveys, individual surveys, enterprise surveys at individual household, firms, schools, clinics, community levels. Yeah, we should say that data like Life in Kyrgyzstan collect data at various levels, so we kind of need to stick to most key level. And for example, LIK is counted as individual survey. So we want to have enough sample size of 500 and more, but definitely there are some surveys that have less number of observations, something like World Bank's so-called stakeholder survey, and it has 200, 300 observations. Those we included, but let's see. And we want to make sure that these data sources are trackable, either mostly in internet or through reports and other links. So we can say, this is information where we got from. So as of now, we've been working mostly on Kyrgyzstan, but also Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, and Afghanistan. Unfortunately, from Turkmenistan, we didn't hear at least of any new data source at least in last decade. And information was collected mostly through internet search from data depositories, statistical offices, survey companies, international organizations, and other things like universities. And the data are classified by types of surveys, sample size, spatial coverage, like national coverage or regional one, with data documentation and access to data. And access to data is probably most interesting for this panel, because we want to use the data and create good research. And definitely related to that is we formed a library of publications of various formats that use these data sources. At this moment, mostly in English, and it will be probably reflected in the numbers I'm going to show in a moment. So this is the table as of now. It's definitely incomplete, but for some of you, maybe the numbers already impressive. So we were able to identify about 330 plus sources of data across all these countries. With Kyrgyzstan, as I said, best having the highest number identified. And the second column called legible data sources means that we have enough information and these are trackable to say we can be sure that this data exists, and some of them have data provided for use to others. And in that case, the number of data sources we believe are legible, let me call it this way, it's minus 100, so around 200 something. We're working on collecting publications as well. It's not very easy. What is to count as a publication using this data? There are many, many multi-country studies that use these countries as well, and whether we should count them as well, not clear. But in case of Kyrgyzstan, we were able to at least identify this number of publications of various formats, as I said, in English, which counts to about 1.7
publications per data source, which may sound quite low, but it was probably something we can discuss. So this is a chart to show how many data sources for each year we could identify in our search. And it looks like generally we can observe a bit of increasing trend, and possibly it will be sustained at this level, but we don't know. But definitely these are preliminary numbers. It can change as well. I mean, to get more. Now, coming to some features of Kyrgyz data. Most of the data are cross-sectional. It's about 3/4. And then 1/4 in some form of panel is a rotating or pure panel. In terms of unit of observations, it's mostly households and individuals, but also enterprises. In the table below, you see there's a data accessible, and about half of them are accessible. Mostly it's well-known data sources like MIX, DHS, LIK, and KHS. And if you want to have access to them, for some of them you have to pay. For most of them you can get for free. And it probably reflects in what extent this data are used for publications. And this is what I'm going to show now. So this is probably a bit biased because I am working on this Life in Kyrgyzstan study, and I know who is publishing and what type of publications are out there. And this reflects the current state of what we find. Yeah, so Life in Kyrgyzstan study has 76, probably it's correct number. Definitely KHS is under counted because there is no Russian-based publications, which are probably majority. DHS is used quite often, but for example, MIX, it's a bottom, to my surprise, seems to be used less, but could be probably under counting. But there are a couple of interesting surveys that have been collected in very early 1990s, and they also resulted in a good number of publications. So this is largely what we find at this point, and just to give a sense of where this is heading to, is that this is a project we collect and maintain database of microdata sources in Central Asia. Definitely as researchers, we are interested in writing a paper, analyzing types of data, how they are used, what type of research and policy publications exist. And to make it useful for others, there is a testing platform hosted by AUCA, and it will be maintained at this stage, we think, every year with help of students who will help us, but more importantly, learn how to do research and collect data. And definitely the platform will provide an opportunity to add data sources by external users. So hopefully it will be over time be more full and then be useful. So any ideas you may have now when Ilyas will present it are welcome, and thank you for your attention. Ilyas, the floor is yours. Thank you, Dr. Damir, for presentation. Let me then go straight to the business. We hosted this testing platform still on economics website, AUCA, and you can also find it through the Google. Just type survey search. And first of all, I want to say thank you for Dr. Aklay for putting the link to the platform on her website. To the website, and you can press here. Yeah, thanks for Aklay for that. And I also want to thank, and we want to also thank Zalbek Salevich, for Dean of Economics Department, for finding students that right now are collecting the data. So microdata surveys, or basically metadata, they're still now collecting publications and surveys. Thanks for Malika, Nazik, and Adib
sign up. Yeah, thank you very much. And then let me go straight to the business. It's just simple platform with you can find different surveys. As Dr. Damir said, we were only interested in individual, household, firm surveys, and any type of community surveys that were conducted in Central Asia. So basically, we did this platform by researchers for researchers, so we can do some interesting papers. And let's say here you have a filters pane for each countries. So right now we only have 6 countries. I mean, we basically will collect only data on 6 countries for first stage. For Kyrgyzstan, we have 132 surveys. For Tajikistan, 63, Kazakhstan, 62, and so on. We have a filter year. You can filter by year. We can filter by type of study, individual survey, household survey, and so on, and whether it has, we know for sure whether it's free or no. We have also this filter. Let's say, and here you have a search bar where you can search by sample size, funders. You can search by type of survey, the name of survey, and by the description of survey. So let's say we are interested in the surveys that were conducted. I mean, basically, that's somehow related to poverty. So what we find here, we find that we have a survey poverty elevation support for insurgency. The main data producer is Mohammad Ishaqzadeh. So if we press this link, we will just go to his data web link here, where we can get the data itself. Then we also have a study web link, and sometimes we do not have a study web link, or sometimes it just coincides with data web link. So if we do not have study web link, it's just to redirect you on the same page as here. Oops, sorry. Is it here? So let me go to poverty again. Yeah, and funders, we don't have data for funders. Sometimes we still, I mean, it's work in progress. And let's go to this survey. We have, for example, poverty monitoring survey. It's World Bank collected. There's a link here under data web link. Also study web link, funders, sample size. We have the type of survey, household survey, and the year it was collected, and also basically description. If we go keep below, yeah, it's this type of service. Sorry, there's some questions I cannot read. Maybe Damir or Dr. Damir and Dr. Nurgul. Yeah, we can respond later collectively. You can keep presenting. Yes. Yeah, that's. Yes, you have about 3 minutes, maybe 2 minutes. Yeah. I'm finishing. And yes. we go to questions. Thanks. Yes. Yes. And here below, the companies that collected, we still will provide functionality. Here we have 3 buttons, a ribbon that will open up, and all surveys that cite this. I mean, the all publications that cite the service will appear, but we already have this functionality on different page. Here we have comment section. Please leave your comment if you want, if you find some missing data and so on. You can message us on Drift. We'll directly respond to you. We have emails here below, but let's go to publications that we collected. So we have search all papers button. Now we go to the publications that cite this survey. So let's say we're interested in some papers that go through labor. So let's say labor. We find different papers. It's either there's a keyword labor in the name or in some description. And we have different types of papers. It's a lot of papers, 88, but let's say we want to reduce our search. We say we want child labor. So we find child labor is some keywords, and we reduce only to 12 papers. And we have here a survey source. It's LIC 2016. And LIC 2013, and some different survey sources. Or you can find which survey sources have here. Again, we will provide, we'll make it's work in progress. We'll remake the names of the surveys. But let's say you want to look by the survey. You want to look particular year LIC study, LIC 2000, I don't know, 2011.
or let's say 2016, and you want to look at on the questions of vaccination. So we don't have, sorry, not vaccination, let's say poverty. Now we find the sources on Leak here. Basically, it's just matched. It's not matched this service, but it's matched the word poverty. But if you want to drill down below, you just find service source here, Leak 2016, and you find one paper. I mean, we're collecting papers, and the next step of this, sorry, I know I'm getting little time. We want to actually go through all the papers and look which method it used, experimental, a mixed method, empirical, or if it's used empirical, which type of method, instrumental variables, regression discontinuity, and so on. So want to provide more granularity here that you can play with. So let's say you want to only look at experimental data. So you press filter here and all papers on experimental data appears. And there's DOE, service source, and so on. Again, there's comment section below, Drift, and we actually on GitHub, there is a full code, HTML code, and actually the most important, the most valuable thing, the data here that we've collected. So you can, it's open source, you can copy the code, do whatever you want with it. This code itself is templated from another again database, but all this follows under license, MIT license, Common Attribution Attribute Share alike 4.0. So whatever you do, it should also be open, free. Whatever you do, it doesn't matter what the commercial, non-commercial, it should be free and open. Yeah, and basically we did a little bit visualizations here. Sorry, it's just uploading. It's some little quizzes, but oh yeah, I will not put too much attention on it. You can look. They're not quite right quizzes, but you can also add, if you want, you can add additional metadata. You don't want to contact with us directly, just use this Google form to add additional metadata that you like. Yes, thank you very much. I think what we wanted, we discussed it. Yeah. Thank you, Damir, Ilyas. Thank you very much for the presentation and all the presenters. Thank you. And now we turn to the questions. And the first question is from Tilman. He says, thanks, Damir. This is a fantastic public good. I wonder if you could make it a crowdsourced resource like Wikipedia, which sort of maintains itself. Yeah, I mean, crowdsource, yeah. You can fork the GitHub page, or you can, yeah, or you can write here on comments, we will add, or you can add yourself on GitHub, just directly commit, and we will just push it. And Damir wants to also add an answer to the question, or? Yeah, thank you for those questions. Definitely, in terms of crowdsourcing, what Tilman is saying, it's an aim to make sure that there is a kind of interaction with the users who also contribute, but also we make a quality check. And if they don't have time to include all the fields, all the information we need, then definitely our research assistants can do that work. I would say it's not probably after it's more or less established, it's more or less relevant and full. There must be not much work to be done. So we were thinking about maintaining annual update. That should be enough to work for a person, maybe for 1 month. But definitely there will be, as Ilyas did show, a button that would lead us to collect data from external users if we don't know about a particular study. Regarding Asel's question regarding which recent data, yeah, we definitely trying to include as much as we find such data sources. Definitely this conference helps us to know which new data are coming. So anything you know, we will be very grateful if you can let us know and put us into touch with new data sources and producers so we can update it. And to Dastan, thank you very much for saying that there are indeed data from Turkmenistan.
it's great news that we can also cite those data sources. And Asel is clarifying what whether it will be at AUCA. In fact, the test regime Ilyas did show now is already working, yeah? More or less, it's could be. Yeah, it's on AUCA web page, economics web page, or you can just find on Google. Sorry, survey. Just press survey search and maybe AUCA, and you just go here. In a way, as we've just said, it's in a testing mode, so we're still conducting quality check of each item. So in that respect, you will see what's going on, but over time, we hope that the quality and consistency and kind of fullness of information will improve. So maybe bear us this about 1 month, and hopefully with the help of research assistants, we can complete that work. And we're thinking about more or less official, semi-official launching of this platform. So when time comes, you can use it more or less confidently without some errors, mechanical issues. Yeah, and there is a question from Tilman Brook. Do you link papers you count to data source you identify? Yes, it's a main idea to, for example, the paper here, Natural Shock and Migration Decision, the case of Kyrgyzstan, the author Cherny Eugenia, and survey source is LIK 2013, Life in Kyrgyzstan 2013. So here in PC, I'm not sure, I don't remember the name of the survey, it stands for NPC, but here you can find more. Again, that's done by asking research assistants to include a code, a key code that connects to data sources. So they, for example, for one journal article, they will put extra field which says LIK 2016, and it's the way how we connect to data sources, meaning one publication to data source. There are some comments also and questions in the chat. Ilnura Halmanbekova says, firstly, I would like to thank you for initiating this great project that will hopefully flourish future research in Central Asia. In your presentation, you mentioned that LIK data was used in 76 publications. I wonder if those publications were done in peer-reviewed journals. Maybe yes. LIK here. Here it's just it differentiates LIK by year, but let's just search by shortcut LIK here. It's it's matched here keywords, but if we just go here like through this, we have 94 results. I mean, it's still updating, maintaining the slides. If all of them are in peer-reviewed international journals? Definitely. Now we have here 94 papers that cite LIK source, regardless of year. Okay, let me respond saying that not definitely all of them are in peer-reviewed journals. We are happy to see that number is growing. Just yesterday we saw one paper out. But this number should be taken by with caution, meaning the same content can be published, for example, 3 times. Yeah, for example, as a working paper in one place, in another place, and then eventually as a journal article. So in that respect, it's also maybe community can advise us whether we can count that as a 1 item or 3 products. So in that respect, it's a bit inflated numbers, but definitely we see more papers coming out, and we cannot really in control. I mean, we more or less know who is doing what, but when journal article comes, it's not necessarily first we know about it. So if you happen to know publications that just came out using LIK data, we will be grateful for you to let us know so we can include it in our registry, so we can say confidently about this, respond to this type of questions more confidently. Asil says, I join colleagues here and congratulate the teams for this great public service. Very much appreciated. Thank you, Asil. We answered Tilman's question, right?
Yeah, Um, I mean, as soon as you have, in terms of connection between publications and data, as soon as you have this key between two databases, it's more or less direct to go back and forth. So given we work with the quantitative data, we made sure that there is connection. That is. And Dr. Demi is right. Here, again, I said there will be functionality here. You press the ribbon, let's say it's a paper survey, a labor force survey, and you want to look at all publications here, just press here and window pop up, and with all publications names, and we'll of course will not include description, but names, dates, and authors. So you can look. I mean, it will be regardless of the year, if it's a panel survey, regardless of the year it was collected. Thank you for the questions to us, but I think we should also get questions to other panelists, meaning it's not fair. And Juro, please, if there are any questions. Maybe just to start to Miriam and Khasiet, I was thinking to ask about this market of procurement, meaning what amount of money we are talking about. Meaning it's a really important tool of turning, say, state money into economic growth through kind of asking for more, demanding more goods and services from private sector. And definitely we know it is moving in the right direction, but also there are many issues, technical issues. You didn't name corruption directly, but definitely with each problem in the system, you can use it for a private benefit. But largely, how large that market is? I mean, do you know what's the percentage of budget, or kind of give us a sense how important, must be very important? Кассет, могу я ответить или? Конечно, конечно. Да. Я на русском, да, отвечу, окей. Из вот наши респонденты, да, то есть вот я в методологии там у меня было, но я не успела его прочитать. Вот бюджеты тендеров, которые вот респонденты участвовали, оно было с 10 тысяч сомов до 10 миллионов сомов. То есть это вот в среднем, да, эти бюджеты тендеров, которые наши вот респонденты участвовали. Но вот сам, то есть вот как вы говорите, рынок, да, такой тендеров, то есть сколько в среднем, это очень сложный вопрос, и я не думаю, что я могу на этот вопрос ответить, но были и вот среди респондентов те, которые то есть участвовали в тендерах, где сумма бюджет тендера больше 100 миллионов. Да, это вот обычно оборудование, да, большие компьютерное оборудование, или же, ну, в общем, оборудование, да, офисное оборудование. Вот. И, то есть бюджеты есть высокобюджетные и низкобюджетные. Высокобюджетные — это уже как бы начинается с миллиона. Вот. Сейчас, если я добавлю, очень интересно, если просто зайти на портал госзакупок, у них тут есть такая секция, аналитика называется, и за последние 7 дней закрыли, успешно завершили 112 лотов, и вот стоимость опубликованных лотов за последние 7 дней – это 1,7 миллиардов сомов. То есть это огромный, очень важный рынок. Это все закупки, которые проводят наши государственные органы, школы, медицинские учреждения, больницы. То есть они все обязаны проходить через этот портал. Но
Что интересно, мы вчера тоже проводили свою презентацию этого проекта и проводили его вместе с другими practitioners, с государственными служащими, которые работают в самом департаменте госзакупок при Министерстве финансов. И очень интересно было услышать то, что половина вот этих лотов, которые публикуются, у них очень низкие бюджеты, до 50 тысяч сомов. И только у нескольких очень большие бюджеты. Спасибо. Спасибо большое, Кассиет, Мирим. Чуро? Churo, you're raising your hand? Слышите? Да, вас слышно. Меня слышно? Да. Слышно. Я вас не слышу просто. Да, Чуро, вас слышно? Окей. У меня что-то звук пропал. И пока Чуро Сейчас еще раз попробую. готовит вопрос, у вас слышно? Вот я слышу. Мгм. Разрешите задать вопрос? У меня спикеру насчет государственных закупок. Вот я знаю, что есть фирмы, которые прям сидят на закупках и мониторят их. Опрашивали их исследователи? Вы имеете в виду поставщики, верно? Да? Поставщики Да, товара. они, в принципе, они не могут быть обладателем там леса, там, бензина или там бумаги, но они как сидят посредники. Они начинают мониторить наш тендерный рынок, потом начинают мониторить рынки там России, Казахстана и так далее. И говорят, вот есть такой-то товар по такой-то цене, готовы поставить вам. Да. Да, таких было, и их немало, я думаю, и не только фирмы. У нас вот 15 ОСО, 15 индивидуальных предпринимателей приняли участие в этом интервью, в глубинном интервью, и не только фирмы, и индивидуальные предприниматели, вот, которые только сидят, мониторят и как бы на этом, да, работают, вот, зарабатывают. Тут еще бы хотелось добавить то, что у нас исследование было, его фокусом было выявление коррупционных слабостей, а не там, оценка эффективности госзакупок, там, например, когда посредники вмешиваются, цена увеличивается, и государственные средства тратятся не очень правильно. Да? Мы с этой точки зрения не смотрели, мы больше смотрели на коррупционные риски и пытались найти те слабости, которые существуют в портале самом, которые на эти риски влияют. Поэтому как бы мы не рассматривали этих посредников как определенный фокус в нашем исследовании. Они проходили как обычные поставщики, которые, может быть, не занимаются посредничеством. Но у нас часто было среди респондентов такое, то, что они не предоставляли только одну какую-то услугу, у них не было специализации. Они предоставляли очень много разных услуг. Это у нас законодательством не запрещено. Да, еще один момент, то, что, то есть, например, представители закупающих организаций говорили то, что им выгоднее работать с заводами, например, чтобы как бы низкая цена была, да, чтобы экономить, но, то есть, это тоже как бы нельзя, поэтому они через посредников, вот посредники пишут заводам, и вот посредники поставляют товары. Спасибо большое. Если есть еще вопросы к нашим, Данил? Да, я хотел у Чуро спросить и поблагодарить за эту
очень большую работу. Эта презентация, конечно, заслуживает хотя бы одного вопроса, да? Очень интересно было бы. В общем, вопрос такой. Раз это на индивидуальном уровне, мы вот сейчас задаемся вопросами вот внутрисемейного распределения благ и прав и так далее, решений, да? То есть понятно, что внутри семьи дети не имеют такой же возможности, как отец и так далее. То есть вот это предположение, как у вас решается, насколько равномерно распределяется, скажем, блага внутри семьи? Подразумевается ли, что вот есть средний доход для семьи, и оно более-менее распределяется по всем членам семьи одинаково? То есть все-таки какое-то неравенство подразумевается или нет? Спасибо большое, Дамир, за вопрос. Ну вот мы используем именно индивидуальные характеристики, смотрим расходы и доходы. Да, естественно, дети, они не являются теми, кто зарабатывает. По их части только отражаются расходы на обучение, здравоохранение. То есть мы берем из данных домашних хозяйств информацию, примерно сколько распределили, ну, то есть сколько в целом было расходов у домашнего хозяйства. Там, если оно состоит там, из 5 человек, потратили там 100 сомов, мы предполагаем, что около 20%, ой, 20 сомов, да, тратится на ребенка. Ну, там у нас есть определенная формула, которую мы используем, и она выдает средний результат на каждого ребенка или там человека до 15 лет. Если не ошибаюсь, мы где-то закладывали 0,4 доли на детей в целом в расходах от домашнего хозяйства, что по образованию, что по здравоохранению, именно из данных обследований домашних хозяйств. Из макроданных у нас есть прям данные ФОМСа. Они нам показывают, сколько тратят средств на каждый возраст. Конечно, есть отличия для мужчин и женщин. Например, у мужчин, если в возрасте от 20 до пенсии, там расходы не такие большие, то у женщин, значит, от возраста там, с 20 до 35 лет расходы увеличатся. Ну, естественно, связано с фертильным возрастом. И одинаково начинают расти расходы на мужчин и женщин после пенсионного периода. Ну, вот этот график, который показал, конечно, он очень, так, на английском говоря, powerful, да. Интересно было бы видеть в разрезе мужчин и женщины. Наверняка вот то, что дефицит происходит, он имеет другой, так скажем, форму, да, для мужчин и для женщин. Я бы ожидал, что для мужчин это подлиннее. И, возможно, все эти результаты – это результат того, что много женщин у нас не работает, да, не участвует на рынке труда. Да, в принципе, это возможно, я не исключаю. Как раз мы вчера же рассуждали вместе с Владимиром Козловым, который говорил, что женщина имеет альтернативу выйти замуж и родить, или пойти учиться, или пойти работать. И как показывает обследование, его результаты, они выбирают первый вариант. И плюс у нас еще много неформализованного рынка. Слабостью вот методологии или, может быть, данных НСК является то, что, или вообще методологии МОД, которые используются НСК, мы используем именно долю наемных работников и самозанятых. Именно самозанятых, которые там, ИПшники, да. А остальные, например, люди могут работать, не фиксируя, да, где-то свои отношения. Они, то есть часть их, получается, доходов или там каких-то потоков, доходов, расходов выпадает из системы. Уважаемые коллеги, нас просят закончить вовремя. Я хотела бы поблагодарить всех спикеров за очень интересную презентацию сегодня и всех участников за ваши вопросы и активное участие. Спасибо за то, что вы присоединились к нашей панели. Спасибо всем большое. И ждем дальнейшей плодотворной работы конференции. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания.